Каждому из нас хочется жить в красивом городе, гулять по чистым улицам, но далеко не все готовы поддерживать чистоту в местах обитания. В нашей стране уже закоренелой стала привычка загрязнять мусором общественные места, то ли из-за низкой сознательности, то ли от того, что это по сути ненаказуемо. Между тем, проблема мусора самая актуальная не только в нашей стране, но и в мире. На полигон в селе Шашиквара Калского района уже несколько лет происходит ввоз сотен тонн бытовых отходов, которые могут загрязнить почву, воду, воздух и нанести непоправимый вред экосистеме. По договоренности между главами Сухума и Калского района в 2019 году до открытия мусорного полигона в Гульджибском районе было решено отправить сухумский мусор на полигон твердых бытовых отходов в Шашикваре. Эта временная мера стала поводом для беспокойства жителей села, проживающих вблизи свалки. Особенно в летний период, когда люди жалуются на зловоние, а также огромное количество мух. Совсем недавно в Гульджибском районе в селе Кацакет открылся новый полигон. О том, что ждет Шашикварскую свалку и каково общее положение с бытовыми отходами в районе, мы решили поговорить с начальником управления городского хозяйства районной администрации Дмитрием Адлибом. О том, что в Гульджибском районе открывается мусорный полигон, для нас это не новость. Эти планы были давно. Полигон открывается, но окончательно работы по открытию полигона не завершены. Пока, насколько мне известно, этот полигон не функционирует. Мы надеялись, по крайней мере, что до лета этот полигон будет открыт и туда будет свозиться мусор тот Сухумский, Сухумского района, который привозили в Гальский район. Сегодня пока ситуация остается прежней. Мусор тот, который принимался у нас в Гале, здесь он принимается. И, как нам сказали, когда будет открыт Гульджибский полигон, тогда прекратится завоз мусора. А вот в случае, например, вы сказали, пока еще как бы не функционирует, но в случае открытия там нового полигона, будет ли какой-нибудь договоренность, будут ли вывозить наши бытовые отходы? Пока официально с нами, как с управлением городского хозяйства, никто не связывался по этому поводу. По поводу вывоза бытовых отходов, которые скопились на нашем полигоне, несколько раз у меня было общение с представителями различных коммерческих организаций, которые собирались разбираться с нашими полигонами, с нашим мусором в своих коммерческих целях. Да? И они, как один из вариантов развития событий, предлагали вывоз мусора, скопившегося на нашем полигоне. Вот. Но пока официально на эту тему мы ни с кем не говорили. Старый полигон в Шашикваре, куда завозили бытовые отходы, ранее, пару лет назад, закрылся. Мусор здесь захоронен в специально отведенных каналах. В Шашикваре, значит, старая свалка туда, куда мы завозили бытовые отходы, буквально пару лет назад она закрыта. Там те бытовые отходы, которые завозились тогда, они, как говорится, похоронены в специально отведенных каналах. Новая свалка, там разрыты два новых углубления для захоронения мусора по каждой протяженности порядка 200 метров. Сейчас идет заполнение этих канав и с сухумчанами, и нами. Если сказать о том, что мусорная свалка находится в надлежащем состоянии, это будет, конечно, не так. Мы ставим перед собой задачу привести эту свалку в надлежащее состояние с помощью, в том числе, техники, которую использует Сухумское управление. Конечно, мусор не валяется по всей территории, он находится в этих котлованах, но на прилегающей к этим котлованам территории все-таки мусор, часть его скопилась. Мы сейчас ставим вопрос об его утилизации именно в эти котлованы, разрытые, готовые. Глава администрации наш в курсе, он связывался с сухумчанами, ставил перед ними эту задачу. Я думаю, что к лету эти вопросы будут решены. Штраф в современном обществе – один из механизмов соблюдения чистоты. Они предназначены для улучшения экологической обстановки в городах и населенных пунктах и, соответственно, жизненного уровня каждого гражданина страны. Возможно, увеличение размера штрафов за выброс мусора в неположенном месте сможет изменить ситуацию с бытовыми отходами к лучшему. Ведь не зря говорят, что лучшее наказание – это наказание рублем. А вот управлением городского хозяйства удалось решить проблему мусора именно в городской черте, в основном на рынке? Была ли применена практика штрафования, там что-то?
Сегодня пока еще никто у нас не оштрафован официально, неофициально в связи с выбросом мусора в неположенном месте. Сейчас у нас идет работа большая по заключению договоров с коммерческими организациями, предприятиями по вывозу мусора. Установлены тарифы районным собранием в прошлом году, и в соответствии с этими тарифами заключаются договора. Это такая рутинная долгая работа, которая должна нам принести результаты положительные вот уже во второй половине, к четвертому кварталу этого года. Некоторые коммерческие организации полагают, что за вывоз мусора можно не платить. Ну, хочется их известить о том, что это не так. Все, кто ведут коммерческую деятельность на территории нашего района, обязаны заключить договора с нашим управлением, с тем, чтобы оплачивать вывоз мусора со своих территорий. У нас не только коммерческие организации, и даже базы военные российские, которые здесь находятся на нашей территории, заключили с нами соответствующие договора и оплачивают вывоз мусора. Все коммерческие предприятия, но остались некоторые, которые пока еще не платят за вывоз мусора, но это отдельный список, по ним готовится. Существует и проблема контейнеров. В Кальском районе сегодня насчитывается 114 маленьких контейнеров и 40 больших. Как пояснил начальник УГХ, проблема в технике. Ее катастрофически не хватает на обслуживание маленьких контейнеров. Значит, основная проблема заключалась у нас не просто в нехватке мусорных контейнеров. Мы изготовили порядка 15 новых мусорных контейнеров объемом 0,75 кубов, да? Отремонтировали несколько больших мусорных контейнеров 9-кубовых. Проблема в отсутствии техники. Для обслуживания маленьких контейнеров у нас работает всего один мусоровоз-погрузчик на базе газона Next. Да? В течение дня он может обслужить, сделать около 5-6 рейсов на свалку, 35-36 контейнеров он в день обслуживает, а их у нас 114. Вот. А маленькие контейнеры нуждаются в обслуживании чуть ли не ежедневно. И нам очень критически не хватает второй машины по обслуживанию маленьких контейнеров. Вот. Так что даже если мы поставим еще столько же маленьких контейнеров, тех, что у нас есть, у нас просто нет автомобилей для того, чтобы их обслуживать. По словам Дмитрия Адлиба, администрация Калского рынка платит за вывоз мусора за внутреннюю территорию. Но есть еще и внешний контур рынка, на котором расположено большое количество коммерческих магазинов, пункты общественного питания, и в скором времени с ними также будет заключена договоренность. У нас заключен договор с самой территории рынка, да, администрация рынка, она исправно платит за вывоз мусора со своей территории. Но на внешнем контуре рынка, да, рыночных территорий находятся частные коммерческие магазины. Да? И вот с каждым частным коммерческим магазином, который находится за пределами территории рынка, мы заключаем договора соответствующие. И они должны, потому что от них на самом деле очень много мусора, очень много занимает времени обслуживание этой территории. Вот. Мы будем заключать со всеми договора. Но если мы хотим жить в чистом городе, коммерческие предприятия, которые производят больше всех этот мусор, они должны, конечно, его оплачивать. Тем более, что тарифы относительно тарифов с нашими соседними странами с запада и с востока, и с севера, они очень мизерные. И мы, рассчитывая на эти мизерные тарифы, выстраиваем свою работу. Итак, на данный момент ситуация с полигоном твердых бытовых отходов Шишиквары в целом остается прежней. Закрывать его пока не планируем. Как считают специалисты, абонентская плата, возможно, шаг за шагом приведет к организации цивилизованной, экологичной и современной системы утилизации отходов. Анна Абшилава, Баду Библая, Борис Цацуа, Гал Медиа.